Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Напряженная ситуация с распространением коронавируса сохраняется. Сколько человек подхватили инфекцию в Амгинском районе? Дополнительный амбулаторный центр в Триумфе начнет работать завтра. Сегодня объект посетил Айса Николаев. Щели в потолке, дырявый пол и балка, подпирающая здание снаружи. Пожарная часть поселка Косылсыр Вилюйского района срочно нуждается в новом здании. В начале ковид-обстановки еще 1710 человек заразились ковидом в Якутии за минувшие сутки, сообщает Оперштаб. Из них 1402 в Якутске. В Мегино-Кангаласском районе 150 случаев заражения, в Мирнинском 42, в Алданском 41, в Верхневилюйском 28, в Нюрбинском районе 17 случаев, в Амгинском 11, в Татнинском 10, в Нюрюнгринском районе 9 случаев заболевания ковида. Еще раз обращаем внимание на необходимость ревакцинации, которая является на настоящий момент обязательной для того, чтобы внутренне для себя понимать прежде всего, что коронавирус – это то заболевание, которое можно легче перенести при наличии вакцины. В настоящее время особой группой риска заболевших являются дети, 30% госпитализированных, и беременные женщины. Еще раз обращаю внимание на установку, которая дана медицинским работникам вчера после поручения главы Республики Саха-Якутия при выезде педиатрических бригад, количество которых увеличено. Соответственно, анализы должны браться у всех членов семьи. В Амгинском Улусе ковидом заразились более 190 человек, из них 51 ребенок. Растет число заболевших сезонными инфекциями, ОРВИ и гриппом. Оперштаб района решил закрыть с 26 января по 8 февраля на карантин все образовательные учреждения. На стационарном лечении находятся 13 человек, из них 95% это люди старше 60 лет. Вместе с тем продолжается вакцинация от коронавируса. 70% населения района, это 6300 человек, получили вакцину. Прививку ставят во всех участковых больницах. Основная доля вызовов приходится на детское население. Поэтому мы дополнительно выделили бригады. Сейчас в селе Амга 2 бригады педиатрические обслуживают вызова. И кроме этого фельдшерские бригады тоже поставили. Кроме этого, отделением скорой помощи дополнительно была выделена еще 1 бригада с автомобилем. И кроме этого, 3-ю бригаду мы эпидемиологическую бригаду сделали, где проводится сразу забор анализов и наблюдение за пациентами, которые болеют коронавирусной инфекцией. А в селе Верхневилюйск вакцинацию и ревакцинацию проходят не только в поликлинике, но и в выездных пунктах. Сегодня с 2 до 4 часов выездная бригада работала в историко-этногеографическом музее села. За это время на вакцинацию пришли больше 10 человек. С утра до обеда у бригады выезды по заявкам в организации. Сегодня в школе номер 4, завтра планируют вакцинацию коллектива 2-й школы. Ранее, когда сидели в других организациях, то там в день по 5, по 4 человека было. А сейчас активно уже 11 человек получили. Возрастная категория около 60, 58, 59. Ну и молодые тоже приходят. В данное время вакцину ставят в поликлинике и здесь, и на слегах тоже. В республиканском волонтерском корпусе заняты около 2000 добровольцев по всей Якутии. Волонтеры работают в медицинских организациях, колл-центрах и на развозке продуктов первой необходимости и лекарств. Как отмечают в штабе волонтерского корпуса, в день по городу Якутску поступает в среднем 10-15 звонков. Заявители – те, кто сидит на самоизоляции и нуждаются в оказании адресной помощи. Это маломобильные граждане и лица старше 60 лет. Несмотря на рост заболеваемости, люди активно записываются в волонтеры. Чтобы стать добровольцем, достаточно быть совершеннолетним, иметь желание и наличие сертификата о вакцинации. В республиканском волонтерском корпусе набирают волонтеров по направлениям помощи в медучреждениях, а также выезд по заявкам,
по доставке продуктов первой необходимости, лекарств нашим пожилым гражданам, а также людям, которые находятся в самоизоляции и болеющих ковидом. По всей республике, но в день как минимум 170 заявок поступает. По всему городу более 10-15. С завтрашнего дня в столичном центре спортивной подготовки «Триумф» начнет работу дополнительный амбулаторный центр. Он призван взять на себя часть нагрузки на систему первичного звена здравоохранения. Сегодня готовность объекта проверил глава республики. Айсан Николаев осмотрел пункты по забору анализов, зону ожидания и терапевтические зоны. Работать в центре будут 175 человек, в числе которых врачи и медсестры. Дополнительный амбулаторный центр будет открыт ежедневно с 8 утра до 20 часов. Ожидается, что он сможет принять от 600 до 700 человек в день. Да, отчет как будет уходить по положительному, да, мы вызываем скорую. Если есть просто признаки ОРЗ и ОРВИ, то доктор посмотрит, назначит лечение. А если есть признаки новой коронавирусной инфекции, то будет назначено лечение, будет оценена тяжесть. И если легкое течение, то, конечно же, на дому будут выданы лекарственные препараты. Но если же, не дай бог, тяжелое течение, то отсюда можно вызвать скорую помощь и уже госпитализировать. К другим темам. В Алекминске убирают дороги и дворы от снега. Прогнозы погоды обещают обильные осадки весь февраль. В этом году в перечне работ порядка 50 улиц. Это на 15 больше, чем в прошлом году. Подробности у Елены Фаст. Период сильных холодов подходит к концу. В городе идет уборка снега. В перечне работ тротуары, скверы, площадки и набережная. В этом году, наконец-то, для работников своя единая форма. Работа привычна, если делать ее с умом, делится Евгений Александрович. Основная работа – это когда вот начинается самое такое? Перед Новым годом, в зависимости от снега, сколько выпадет, как натопчет, народ ходит на работу. Машины ездят, перекрестки сыпать, этот песок, подъемы, машины закатывают снег. Вот сейчас понедельник мы вышли, сегодня вторник, на той неделе 3 дня подряд сыпали, снег шел. Почти что каждый день пересыпаем где-то песком. Вот чистим здесь тротуары, памятники. Эту перед Новым годом площадь эту Ленина чистили. Центральную дорогу очищает предприятие «Дороги Алекмы». Основной объем стараются сделать в ночной период для удобства населения. Идет уборка и на других улицах. Общий план – 7000 кубометров. В плановом режиме у нас работает 6 дворников, которые очищают нашу набережную. Дальше они перейдут на скверы и тротуары нашего города. Кроме того, у нас работает дорожная техника. Это 2 погрузчика, грейдер, бульдозер и самосвал. Ежедневно также мы осуществляем 1-2 раза в день подсыпку всех наших подъемов и особо опасных перекрестков. По планам у нас уборка 50 улиц от снега, именно дорожного полотна, и всех площадей скверов полностью от снега с вывозкой на утвержденный полигон. Кстати, скоро городу придет своя спецтехника. По расчетам это будет более эффективно. И насколько это будет выгоднее, в чем преимущество? В настоящий момент мы арендуем дорожную технику. У нас у предприятия есть только свой собственный погрузчик. Всю остальную технику мы арендуем. Собственная же дорожная техника позволит нам сэкономить на арендных средствах, сделать больше работы. Елена Фаст, Алекминск. В пожарной части поселка КСЛ-СССР Вилюйского Улуса серьезная угроза обвала ветхих конструкций. На потолочных соединениях со стеной щели, система теплоснабжения тоже в аварийном состоянии. Здание было построено в 1979 году. Прошлым летом в здании пожарной части личный состав своими силами частично устранил серьезные течи. Соорудили временные конструкции для поддержания несущих потолочных балок гаража. Снаружи установили поддерживающий упор ворот. Здание не подлежит реконструкции. Оно просто исчерпало свой ресурс. Требуется срочное решение вопроса. Пожарная часть здания построена в 1979 году. Как вы уже видели, здание находится
он в крайне аварийном состоянии. Просто ужасное состояние. Жалко тех ребят, которые работают здесь. Ну, уже стоит вопрос по строительству новой. До этого был вопрос еще капитального ремонта. Этот вопрос, как повторюсь, длится уже 7 лет. Строительство нового пожарного депо стоит в плане мероприятий социально-экономического развития, но вообще никак не двигался. Этой весной Ленский церковный хор ждет международный хоровой конкурс «Звучит Москва». В коллективе половина участников – непрофессиональные вокалисты, а 4 из 10 – дети. Брать высокие ноты любителям помогают опытные музыканты. Наши коллеги выяснили, как участники хора осваивают богослужебные песни. Ютятся в углу площадью метр на метр, однако поют не хуже профессионалов, которым в некоторых храмах выделяют по этажу. В вокальном коллективе Ленской церкви 10 человек. Музыкальное образование имеют единицы. Вильгельмина Кадола – одна из них. Прихожанка работает в музыкальной школе. Наш хор поет по камертону. Камертон – это такой маленький инструмент, он как бы издает звук абсолютной высоты. И вот регент слушает этот камертон, он как бы настраивает нас только голосом. И мы уже как бы слушая этот настрой, поем. В Ленский камертон может брать только церковный хор. Певчие, как правило, отделены от остальных прихожан. Клирос – так называют особое место в православном храме, где размещаются певцы церковного хора. Также называют и коллектив вокалистов, без которых не обходится ни одна церковная служба. Группой управляет регент, своего рода дирижер. У нас все специфические, конечно, песни, песнопения богослужебные, восхваляющие Бога, прославляющие святых. Поэтому не каждый захочет это петь, может быть, и не каждый сможет, даже если захочет. Начинающим певчим сначала дают небольшие произведения. На их изучение уходит минут 40. А серьезные композиции многие осваивают часами. Я закончила детскую школу искусств в прошлом году по классу вокала. И, получается, в церковном хоре я пою с 8 лет. Сначала это были легкие произведения, регент нам давала петь. Потом уже с каждым годом все более и более сложные. Чтобы попасть в ряды певчих, желания мало. Как минимум необходим чуткий слух. Человек должен изучить ноты и репертуар. Но если у прихожанина есть данные, церковным певчим можно стать за 2 месяца. Дарья Боискорова, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.